Рустем Умеров вернется в Украину, даже если будет точно знать, что у него тут его ждет смертная казнь. То, что Крым рано или поздно будет освобожден, так же, как и другие оккупированные территории, у меня нет никаких сомнений. Я готов потерпеть еще несколько лет, если ценой этого будет полный распад вот этой империи. Если вы посмотрите фотографии тех времен, это, по-моему, одна из самых красивых крымско-татарских женщин. При Зеленском сделано было больше всего. Призванный защищать советскую родину от внешних захватчиков, потому что у меня нет родины, и отняла у меня советская власть. И я не думаю, что за пределами Советского Союза у меня есть враги. Каждый день читаешь, сколько тысяч людей, молодых, красивых людей погибло, а тебе уже 82 года, ты еще в живых. Просто становится стыдно. Сілям алейкум, вітаю, це проєкт «Обличчя вільного Криму». Насамперед хочу вас попросити, аби ви поставили вподобайки, написали коментар і обов'язково підписалися на наш YouTube канал, бо це дуже допомагає в просуванні наших відео на YouTube. Але я хочу одразу попередити, що розмова у нас буде російською мовою, адже ми хочемо, щоб нас почули і на окупованих територіях, і далеко за межами України. Сьогодні, власне, хотіла би сказати, що у нас в гостях, але сьогодні ми самі в гостях у нашого шановного лідера кримськотатарського народу, народного депутата України, дисидента Мустафи Джемілєва. Сілям алейкум, Мустафа. Чохсагу, для мене це велика честь. Мустафа, с чего начинается ваше утро? Ну, в зависимости от того, сессионный день это или не сессионный. Если не сессионный, я обычно до 5 часов сижу, почти до утра, а потом отсыпаюсь. А если сессионный день, надо же вставать рано. Все равно ложусь где-то в 5, 2-3 часа сплю. А так нормально, когда нет сессии, у меня, наверное, часов час-два начинается день. С кофе начинается, с катарского кофе. Вы просматриваете новости наверняка? Да, обязательно. Обязательно просматриваю все новости, связанные в первую очередь с Украиной, с Крымом. Вот тут и далее. Какую сегодня вы прочитали первую новость? Ну, то, что сейчас внимание всех приковано переговорам нашей делегации. Пока таких четких новостей нет, о чем говорили, но то, что тем более, что возглавляет украинскую делегацию Рустем Умеров, да и не только потому, что Рустем Умеров там очень важен для нашей страны, ну и заявление Меджлиса, в первую очередь, по поводу вот этих всех переговоров и почему там не отражена тема Крыма, я думаю, для нас очень актуально. Но в заявлении Меджлиса очень четко указано, что без возвращения Крыма никакого постоянного мира не будет. Не только Крыма, но и вообще всех оккупированных территорий. В этой связи, конечно, меня очень удовлетворяет твердая позиция нашего президента, который, обращаясь к народу, сказал, что, вступая на должность президента, он давал клятву сохранять территориальную целостность и суверенитет страны, и ни от одной буквы от этой клятвы отступать не собирается. Это имело очень важное значение, особенно для наших соотечественников в Крыму, после появления вот этих так званых 28 пунктов российско-американского проекта соглашения. Кстати, наверное, в мировой практике не было такого еще столь наглого и столь грубо порушающего норм международного права проекта такого. И украинской делегации потребовалось очень много усилий для того, чтобы не просто отвести это, а внести такие поправки, которые, по сути дела, свели к нулю вот эти все 28 пунктов. Что вы думаете вообще касательно и нашего, того мирного плана, который представил Офис президента и президент Украины? Там действительно нет Крыма. Если действительно мы хотим устойчивый мир, то он в первую очередь должен соответствовать нормам международного права.
устав ООН, где второй пункт говорится о неделимости, неприкосновенности государственных границ. И кроме того, надо принимать во внимание, что в соответствии с Женевской конвенцией 1969 года, Венской, о мирных переговорах, о мирных соглашениях, где тоже четко говорится, что любые соглашения, которые не соответствуют нормам международного права и подписаны под угрозой применения военной силы, они не имеют они юридически ничтожны. Поэтому даже если как-то гипотетически предположить, что вынудит подписать нам такое соглашение, оно будет недолговечным, недействительным и в любое время будет порушено. Поэтому любое соглашение должно предусматривать именно восстановление территориальной целостности. Не только возвращение Крыма, а это для нас в первую очередь, это для нас вопрос сохранения нации, но также всех других оккупированных территорий. У нас нет ни одного лишнего квадратного метра, в который мы могли бы вступить. Ну, вообще-то, мало кто верил, что может быть оккупирован Крым. Потому что все-таки соглашения были между Россией и Украиной, где Россия четко признавала территориальную целостность Украины. Да и неоднократные заявления Путина о том, что это абсурд, никто ничего не собирается захватывать. Но я помню, в 2008 году, после того, как россияне вторглись в Грузию и оттяпали часть Грузии, создали там марионеточные республики, мы тогда, как ведущий крымско-татарского народа, делали заявление о том, что следующим на очереди может быть Крым, и поэтому надо предпринять какие-то меры. В первую очередь мы говорили о необходимости немедленной денонсации договора о пребывании Черноморского флота, и также стягивание войск на территорию Крыма, предпочтительно из западных регионов. А то ведь у нас в практике было, там, где призвали, ты там не остаешься служить. Ну, и кроме того, тогда началась практиковаться раздача российских паспортов. Российское консульство в Симферополе активно работало в этом направлении. Мы предлагали проверить деятельность этого консульства. Но тогда у нас было заявление, не заявление, а мы видели аналитическую справку СБУ Крыма, своему начальству в Киеве, где наше заявление говорилось о том, что это провокация, направленная на подрыв братских отношений с Россией. Ну, совершилось то, что совершилось. Но вообще-то я до последнего момента, мне как-то не верилось, что в 21 веке какая-то страна придет, захватит свою часть твоей территории, еще присоединит к своей, внесет свою конституцию. Но это такое вопиющее нарушение международного права, что на это Россия не пойдет. Я предполагал, что они могут сделать тоже точно как Грузия, скажем, создать какую-то квази-независимую республику, по сути дела русскую колонию. Но этого не произошло, они ее присоединили к своей территории. Ну, вообще-то вот в взаимоотношениях с Россией лучше всего ориентируются почему-то крымские татары, потому что они пережили столько мерзостей, столько беззаконий со стороны россиян, а для всего населения Украины это не столь, она выглядит несколько абстрактно. Хотя в истории Украины тоже было много репрессий. Это было, но эти долгие годы пропаганды, они имели свое влияние, и поэтому аж до последнего времени, в 22 году, мало кто верил, что может быть такое широкомасштабное вторжение. Но случилось. Сегодня уже почти 4 года, как идет война. Разумеется, что люди устали. И иногда, не знаю, скорее всего, это эмоции, вот такие на поверхности, да. Иногда звучит все-таки от людей: давайте уже закончим вот по той линии, которая есть сейчас. Когда люди круглосуточно или
значительную часть без света, без воды, без тепла, но она и влияет. Но если подумать дальше, что будет, то, конечно, от этой мысли люди отказываются. Хочешь ли ты, чтобы Украина снова была в том стойле, которым ее загнали еще во времена Российской империи? Вспомните Бучу, что там было, когда территория была оккупирована. В конце концов, есть украинское государство, оно несет ответственность за эту страну, она связана с кое-какими обязанностями, присягами, клятвами, поэтому я не думаю, что если даже вынести на референдум вот такого дела, хотя просто территориальной целостности нельзя выносить на референдум, потому что это противоречит Конституции. Но даже если гипотетически вынести на референдум, я сомневаюсь, что вот это вот соглашение на условиях России, лишь бы прекратилась война, підтримує где-то, может быть, 20-25%, не более. В конце концов, Украина уже поняла, что такое Россия, поэтому никакого мира на условиях России не будет. Мустафа, вот вы говорите, что никто лучше методов России, нежели крымские татары, не знают. Насколько сегодня, да и вообще с 2014 года, все эти года украинская власть прислушивалась к крымским татарам? Сейчас, конечно, среди крымских татар очень много, я вот слышу разговоров, а что вот Украина? Столько же, мы же в течение стольких лет были самой проукраинской силой, а как к нам относилось государство? Вспоминают эти погромы вот этих наших самовозвратов. И то, что мы столько лет добивались восстановления своих прав и не восстанавливались. Но должен сказать, что Украина по-настоящему стала независимой только после революции достоинства. Я знаю, это информация ЦРУ, что к моменту оккупации Крыма где-то на 30% все структуры власти Украины были инфильтрованы российской агентурой. Поэтому то, что делалось против крымских татар, нельзя сказать, что это политика Украины, украинского государства, украинского народа. Это не так. Но после 2014 года радикально изменилось отношение, потому что и в коридорах власти, и вообще в обществе поняли, что означал крымско-татарский фактор на территории Украины. Потому что вот той обстановке страха, предательства, в основном же только крымско-татарский народ, практически весь народ и весь представительный орган крымско-татарского народа четко заявил, что не признает оккупацию, что Крым – это территория Украины. И точка. И тогда, конечно, началось вот это вот просветление. То, что сегодня не регистрирует официально единственный представительский орган крымских татар, Меджлис крымско-татарского народа, о чем это говорит? Принят закон о коренных народах, где четко говорится о том, что это представительный орган крымско-татарского народа, как и Меджлис, так и съезд народных представителей Курултай. Там какие-то бюрократические эти. В принципе, мы на эту тему и с президентом говорили. Это устранимая вещь, и я думаю, она будет устранена. Если бы мне лет 15 назад сказали о том, что министром обороны Украины в воюющей стране будет крымский татарин Рустем Умеров, ну, скорее я бы не смогла бы себе даже этого представить. То есть сегодня, очевидно, есть какие-то изменения. Для вас, когда Рустема Умерова назначили министром обороны, какие эмоции были? Я хорошо помню дни, когда он же был руководителем фонда имущества. Когда год прошел, его пригласил президент и сказал, что хотел бы его назначить министром обороны. А Рустем сказал, мне нужно посоветоваться с Меджлисом крымско-татарского народа. Он действительно приехал сюда, мы собрались. Ну, конечно, то, что, как мы сказали, во время войны назначить министром обороны крымского татарина, это было большим сигналом, как и для наших соотечественников в оккупации, так и самой России, так и для мирового сообщества. Это был очень продуманный, умный шаг.
Но это действительно, она символизирует, показывает все-таки уже, в какой мере изменилось отношение государства к коренному крымско-татарскому народу. Началось с назначения первым заместителем министра иностранных дел имени Джапаровой. В те времена, действительно, даже представить себе невозможно было, чтобы там, не только там в автономной республике, а здесь, в центре Украины, будут такие назначения. То есть, я хочу сказать, произошли глобальные изменения в национальной политике государства. Ну, стоит сказать, что Рустем Умеров теперь уже не есть министром обороны Украины, он уже секретарь РНБО. Насколько вы оцениваете? Вот знаете, вокруг Министерства обороны никогда не тихо. Все министры обороны так или иначе уходят с этой посады с какими-то скандалами. То как вы оцениваете деятельность Рустема Умерова? Насколько он оправдал или не оправдал ожидания? Ну, обычно всегда вот связано с коррупционными скандалами. Но я Рустема Умерова знаю с детства, его семью хорошо знаю. И он долгое время был у меня помощником. И знаю его просто... Я не говорю о других его качествах, но вот эти вот чисто человеческие, это человек, который никогда не возьмет государственное, тем более во время войны. Поэтому, когда если кто-то что-то намекает на какие-то возможности коррупции, ну, я знаю, что это высосано из пальца, это даже в последнее время, вот, дескать, Рустем Умеров может не вернуться, потому что с этим скандалом я просто рассмеялся. А Рустем Умеров вернется в Украину, даже если будет точно знать, что у него тут его ждет смертная казнь. Чтоб там не было, это такой человек. Но, к сожалению, в обществе очень много людей, которые хотят поспекулировать на эту тему. Разного рода интриги. Но это неизбежно, это везде так. Вы наверняка общаетесь с людьми с Крыма. Как им сегодня? Я вспоминаю снова первые годы оккупации. И вот каждый раз, каждый год говорили, а вот в следующем году обязательно вернемся домой, в следующем году обязательно. Ну, то есть, и вот уже почти 12 лет мы не дома. Что говорят вам наши соотечественники? И что отвечаете вы им на то, когда же вы вернетесь? Ну, вообще-то, конечно, даже с первых дней у нас было такое, что оккупация продлится недолго. Потому что было такое вопиющее нарушение международного права, такой удар вообще по мировому порядку, что мы думали, что будет большая активизация западных сил, применят все меры, чтобы быстро покарать этого наглеца. Но оказалось не так. Я еще помню, в 2015 году, когда у нас был визит в Литву, где там меня награждали рыцарским орденом, а потом мы вместе с Рифатом Чубаровым долго размовляли с президентом Кавказскайта. Она сказала: не рассчитывайте, что очень быстро произойдет деоккупация. Это сложный процесс. Это займет не менее 5-6 лет. Это для нас было такое разочарование. Когда мы вышли, я Рифату говорю: давай эти слова женщины не будем давать в прессу, что-то слишком пессимистично. А сегодня уже 11, скоро будет 12 год. Мы действительно не ожидали, что они на Западе, эти силы, будут столь неактивны. Я бы не сказал пассивны, но столь неактивны. Вот если бы те санкции, которые были наложены сейчас, после широкомасштабного продолжения, и то не сразу, постепенно, если бы они были наложены сразу в 2014 году, я думаю, давно бы оккупация это кончилась. А что могло произойти в 2014 году, когда уже российские войска вошли в Крым? Что тогда можно было сделать, чтобы оккупации Крыма не случилось? Это в первую очередь было сопротивление вооруженное. Где-то около 6 тысяч вооруженных сил Украины, они должны были, значит,
военные действия. Крымские татары этого и ждали. Я знаю, помню, приносили только из Бахчисарайского нового района список около 3000 фамилий, которые говорили, что готовы взять оружие. Ну, оружия у них не было. Мы же исходили из того, что нас могут обеспечить оружием, вместе с вооруженными силами Украины начнем военные действия. Конечно, было бы пролитие крови, но я абсолютно уверен, что если бы там начались вот эти действия, уже захвата Донбасса не было. Но этого не сделали, а сейчас пролилось куда больше крови. Там просто нужна была решительность. Но позиции западных стран и позиция руководства тоже было такое, что не надо оказывать сопротивление, чтобы не было кровопролития, что все эти вопросы деоккупации будем решать дипломатическим путем. Я помню, это не я, а вот Рифат Чубаров интенсивно вел разговоры с посольствами Германии, Соединенных Штатов, Британии. Все они говорили, пожалуйста, ничего не делайте, это решим дипломатическим путем. Это, я думаю, была большая ошибка. Если бы мы тогда начали военные действия, мы потеряли бы, конечно, достаточно много людей, но сейчас теряем куда больше. А если бы, скажем, у Крыма был бы другой статус, например, крымско-татарская национальная территориальная автономия, оккупация Крыма тогда была бы возможной, либо нет? Я думаю, она была бы возможна, но была бы крайне затруднена, если бы было вот такое. Потому что Верховная Рада Автономной Республики, Совет Министров, все структуры власти снизу доверху были пророссийские, за редким исключением. А если бы была национально-территориальная автономия, то все было, конечно, по-другому. Вот, скажем, когда проводили так званый референдум в 2014 году, а главой администрации Крыма был Ильми Умеров, тогда практически этого референдума не было. То же самое было, если бы национально-территориальная автономия была. Ну, то, что было, уже прошло. Есть ли те, с кем вы дружили, общались, были коллегами, кто вас разочаровал и который перешел на сторону России? Но даже заместители члена Меджлиса крымско-татарского народа, муфти Крыма, тоже он член Меджлиса, одновременно глава, тоже оказался продажным, трусливым, что поделаешь, природа человеческая. Но к чести все-таки крымско-татарского народа число этих коллаборантов не растет. Они даже как-то, народ дистанцируется от них. Этих людей, скажем, ни на похороны к ним, ни на свадьбы не ходят. То есть народ их как-то отталкивает. Поэтому число коллаборантов, я думаю, не будет особо увеличиваться. Но, с другой стороны, давление слишком большое. Потом молодые умы, еще не созревшие. Есть желание какую-то карьеру сделать. Ну, это способствует тому, что какое-то количество коллаборантов еще будет. Судьба этих коллаборантов незавидная. Они очень всегда плохо кончают. И я знаю, что когда вот уже перспективы освобождения Крыма уже были близки, а я помню, на новый 2024 год делал даже специальное обращение к жителям Крыма и говорил, что наступающий год скорее будет последним годом оккупации. А для этого были все-таки реальные основы, потому что все у нас было готово, но никто не ожидал, что нам так резко срежут военную поддержку оружия. И в результате мы в 2024 году не только не деоккупировали Крым, а даже еще потеряли еще несколько населения. Уж страна в таком положении, что во многом зависит от поддержки наших союзников. Ну, союзники, когда так ведут, так оно и получается. Но то, что Крым рано или поздно будет освобожден, так же, как и другие оккупированные территории, у меня нет никаких сомнений. Потому что так, ну, я уже не буду снова повторяться, на уровне международного права, просто Россия вот при таком его поведении, она не будет долго существовать.
Все режимы, которые держатся на лжи, на репрессиях, они недолговечны. Кому-то удается очень довольно несколько десятилетий, но в конечном счете их ожидает крах. То, что Крым еще не освобождается, я неоднократно говорил и еще повторю, я готов потерпеть еще несколько лет, если ценой этого будет полный распад вот этой империи, которая соткана из разных там земель, которые завоеваны кровью. Если будет результатом освобождения этих народов от российской оккупации. И я думаю, так оно и произойдет. Потому что если Россия будет настаивать вот на захопленном, я ожидаю вот этого. Ну, вы пережили, собственно, распад Советского Союза. Есть ли сегодня какие-то события, которые вас, скажем, возвращают в то время перед распадом, да, когда очевидно, что для вас было понятно, что Советский Союз распадется? Вот сегодня эта траектория есть? Ну, вообще, диссидентские годы не очень-то мечталось о распаде коммунистического режима. Мы тогда просто боролись за демократизацию. Ну, типа вот Пражской весны Чехословакии, чтобы там была свобода слова, все такое. Уже когда в Советском Союзе началась перестройка, так званая Горбачевская, и когда были уже кое-какие демократические права, это уже было началом распада Советского Союза. Ну, тут, конечно, есть и другие факторы, которые способствовали распаду. Это экономическое положение Советского Союза, резкое понижение цен, по-моему, до $20, цены на нефть. Просто Россия оказалась перед вот этой экономической катастрофой. Другого пути у нее не оставалось. Реальные пути вот для распада России сейчас тоже есть. Они значительно больше даже, чем, скажем, в 1991 году, когда распался Советский Союз. Но это не только мое мнение, это мнение многих аналитиков. Но насколько долго это еще продлится, трудно это сказать. Но вообще тоталитарные режимы, они как-то ликвидируются довольно резко, неожиданно. Но я хорошо помню, 91 год, советская пропаганда вела себя так, как будто собирается еще столетие быть. Но вдруг сказали, уже нет Советского Союза. Вы часто говорите о том, что сравнивая года, когда вы, собственно, были политическим заключенным в Советском Союзе, и сегодняшние реалии, которые есть в оккупированном Крыму, ну, вообще на оккупированных территориях, то вот вы говорите, что Россия стала сильно жестче. Я думаю, что у Советского Союза был еще какой-то инстинкт самосохранения. Она там какие-то нормы не пересекала. Ну вот, скажем, у меня 7 судимостей, ну, 8-й они меня еще заочно потом в Крыму засудили. Если прочитать вот эти вот обвинительные заключения, приговоры, которые там нынешнего оккупированном режиме, ну, наверное, несколько раз бы расстреляли. Вот такое вот. Но вот за все вот эти вот то, что нас обвиняли в составлении, распространении документов, порочащих советский государственный строй и его политику, полагалось 3 года. А сейчас же за какие-то несколько слов или за обнаруженную какую-то литературу 15-20 лет. И условия содержания в тюрьмах сейчас куда более жестче, чем при советской власти. К крымским татарам, конечно, особые отношения российской власти. Я знаю, что в первые годы после оккупации, даже перед оккупацией, там у них в генералитете, в коридорах власти, в Кремле было 2 мнения. Одно, там, что главное, вот эта сила у крымских татар, это вот Меджлис, их объединяет, надо их перекупить, завербовать, пообещать им высокие должности. А вторая линия исходила из того, что с крымскими татарами невозможно договориться, поэтому сразу надо переходить к традиционным методам, то есть репрессиям, судам, расправам. И первое время действительно была какая-то попытка договориться с нами. Ну, вот это вот
об этом много еще писали, мои телефонные переговоры с Путиным в марте 2014 года. Тон был такой, что мы, крымские татары, что-то будут не самыми счастливыми в этой русской империи. Но когда они поняли, что это невозможно, уже пошли вот эти выкрадывания, убийства людей, аресты, массовые обыски. В общем, весь репрессивный аппарат обрушился преимущественно на коренной народ. Потому что для Путина, для путинского режима очень важно, чтобы сломить именно дух крымско-татарского народа, коренного народа Крыма. И я вот в этом году, в сентябре это было, в Нью-Йорке, когда на 5-й платформе, крымской платформе, говорил о том, что мы провели анализ репрессий по отношению к крымским татарам, сравнили с уровнем политических репрессий по всей России, Российской Федерации. И получалось, что в среднем получается на крымских татар давление, репрессии, в том числе убийства, пытки, там все, аресты, приходится 52 раза больше, чем по всей Российской Федерации. И хотя сейчас, скажем, крымские татары в Крыму составляют где-то 13% населения, число политзаключенных, репрессированных, где-то 70-75% это крымских татар. И то, что скажем, политзаключенных или военнопленных крымских татар русские не меняют, не пытаются. По этому поводу очень четко и правильно сказал Нариман Джелял в своем интервью. Он сказал, что россияне не хотят выпускать крымских татар, потому что считают, что это вдохновит других крымских татар быть более смелее против выступлений против оккупационного режима. Она действительно так. Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз, Эдем Бекиров, Нариман Джелял и Линье Умерова. То есть всего 5 человек с 2014 года Россия согласилась отдать. Освобождение каждого из этих 5 – это отдельная история. Скажем, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в 2017 году, хотя писали, что его якобы помиловал их Путин, то ничего подобного, никакой помилования не было. Их обменяли на 2 русских террористов, арестованных в Турции. Они занимались убийствами чеченских диссидентов, в том числе этого Адиля Гиреева, редактора Кавказ-центра. И Эдема Бекирова освободили, потому что была угроза, что он умрет там. Но по поводу каждого, Нариман Джелял вообще целая история. Его имя звучало и на Генеральной Ассамблее ООН, Порошенко там его имя произносил. Эрдоган несколько раз звонил Путину. То есть это с огромными усилиями. То же самое по Линье Умеровой, огромная работа. Но мы, конечно, говорим про всех наших политзаключенных, без всякого исключения. Вы считаете, что публичность в данных случаях, она сыграла свою роль? Огромную роль сыграла, да. Если бы они были безвестными, вряд ли там их было ожидать выступления, их освобождения. Я с Эрдоганом несколько раз говорил, и он все время рассказывал мне, как разговаривал с Путиным относительно тех или иных политзаключенных. Путин все время говорил, да, посмотрим, подумаем, но не освобождал. И вот, наконец, все-таки Нариману удалось вырвать у них из рук. Русские предъявили претензии и к туркам, сказали, что мы его объявили террористом, а вы его послом сделали. Но Хакан Фидан, когда приезжал сюда, министр иностранных дел, со смехом рассказывал, что вот они такие претензии выдвинули. Ну, Хакан говорит, у вас свои оценки, у нас свои, так что так, успокойтесь. Мустафа ага, вы всю свою жизнь боролись за права крымско-татарского народа, да и в целом за права человека. Что сегодня вам дает силы продолжать этот свой путь? Просто другого выхода нет. Я вообще-то думал, я в 2013 году подал в отставку от должности председателя Меджлиса. Думал, что пусть продолжат молодые уже. Я буду заниматься с внуками. Путин все испортил мои планы. А мириться с тем, что земля оккупирована, что когда твой народ под угрозой полного исчезновения, просто сидеть в стороне, молчать это невозможно.
А что определило вообще изначально этот ваш путь? То есть как вы формировались? Что вам ваши родители рассказывали? Потому что когда крымских татар депортировали, вам было всего полгода. То есть про депортацию вы знаете от своих близких, от там, своих родителей. Что они вам рассказывали? Как вас воспитывали? Какие жизненные ценности в вас закладывали? Специальной такой вот работы с нами по формированию нашего мышления не было. Просто наш образ жизни такой был. Но после депортации такая ситуация была у крымских татар. Мы как-то жили обособленно, потому что жесткий гласный комендантский надзор, кругом ограничения. Даже в мечеть нельзя было пойти крымским татарам, там тоже была пропаганда против крымских татар, оправдывающая депортацию. Поэтому в основном крымские татары общались между собой. Часто ходили друг к другу в гости, и вот во время, особенно по вечерам после работы, они приходили и долго разговаривали за чашкой чая, кофе. И все разговоры сводились про Крым. Там не только про депортацию. Но депортация была одним из основных таких тем. Каждый рассказывал, как у них проходило, кто там умер, как вели себя эти конвойны. Но были разговоры вообще про такую общественно-политическую жизнь на территории Крыма еще до, как вот прошли большевики, как мой отец 1897 года рождения, он этих еще с дореволюционных времен, это вот, помнит, про Нумана Челебиджихана, Джахпера Сейдамета, Исмаила Гаспринского, я из их уст узнавал. Но разговоры, они вот такие, которые на грани антисоветчины, они вели в основном после того, как мы, дети, засыпали. Потому что не потому, что они боялись, что мы, как Павлики Морозовы, пойдем там доносить, а то, что дети есть дети, они выйдут, начнут разговаривать, и это было опасно. Я знал это и делал такую хитрость. Я притворялся спящим, и все вот эти вот разговоры впитывал в себя. Поэтому то, что наша родина Крым, и что мы там туда должны вернуться, у меня вот с малых лет было. Помню такой вот эпизод, когда мне было, по-моему, лет 13, мы там в Дом пионеров ходили на почти что бесплатно, 10 копеек билет, хороший фильм. Я еще помню такой фильм «Ледяной дворец», что ли, что такое. Вышли из этого фильма, там дождь, слякоть, и толпой идем, и вдруг что-то под ногой одного сверкнуло. И он упал лицом в грязь прямо туда. И было понятно, что он зацепился за провод, упавший во время электричества. Все кричат «спасите, спасите», но все шарахаются, потому что электричество. Ну и человек умер там. И когда я пришел домой, рассказал, вот такой вот случай произошел. Отец мне говорит: а ты что-то сделал для того, чтобы спасти этого человека? Ты же, говорит, в резиновых сапогах, ты же мог вот этот провод оттянуть ногой и... Я говорю: ну, папа, там дяди там были, все они в резиновых сапогах, что ты ко мне наехал, да? А отец мне говорит: я у тебя не спрашиваю, кто другие что делали, я спрашиваю тебя, что ты делал. Это для меня было большим уроком, потому что чувство того, что ты должен нести ответственность за свои поступки, независимо от того, как это другие себя ведут. И что интересно, когда кто так на меня наезжал, мама, которая все время защищала от этих наездов, тоже так с укором на меня смотрела. Чуть себя убийцей не почувствовал тогда. Вот это для меня действительно был такой урок. Но вообще-то у нас была традиционная такая исламская, мы на исламских принципах, но они совпадают и с христианскими: не умей, не укради, не прелюбодейся, не обмани. Но это были принципы, но такого, чтобы, скажем, ислам – это самое-самое, а вот другие неправильно, это не так было. Я даже хорошо запомнил притчу отца. Он мне рассказывал, что в потустороннем мире уже покойного там допрашивает ангелы и решает вопрос, куда его, в чистилище, ад или в рай. И вот одного муллу отправляет в ад, а другого, то ли христианина, то ли иудея, отправляют в рай.
Тут спрашивают, в чем же дело? Вы же правоверный, распространял ислам. Ну, там говорят, нет, он, хотя пятикратный намаз делал, а на самом деле он был грешником. Он много совершил грехов. А этот человек, хотя он не мусульманин, его жизненные принципы полностью совпадали с принципами ислама. Не укради, не убей, поэтому он заслуживает того. То есть нам внушали идею, что главный правильный образ жизни, а не то, что ты какую религию исповедуешь. Вот на этом мы воспитывались. Вам было 23 года, когда вас первый раз арестовали. Что вам тогда вменяли? Сначала меня, как антисоветчика, антикоммуниста, выгнали с института. Там было широкое такое вот собрание партийно-комсомольского и профессорско-преподавательского состава. Ну, человек 45-50 было в огромном кабинете. Приехал представитель КГБ, сказал, что вот в городе существуют какие-то группы, которые собираются, трактуют, критикуют национальную политику. А вот правильное, совершенно мудрое решение коммунистической партии о переселении татар из Крыма они называют геноцидом, называют преступлением. И вот среди них оказался вот этот студент. И решали вопрос, как поступить со мной. Все выступали, там деканы. Все выступления кончались словами, что такому отщепенцу, как я, не место в Советском вузе. И одним словом пришли к такому заключению. А потом меня вдруг призвали в Советскую армию. Сразу после отчисления. А тогда студенты высших учебных заведений не брали в армию. А раз отключили, раз сразу в армию. Я пришел с этой повесткой в военкомат. Я говорю, вот пришла повестка, я говорю, что-то не могу понять логику советской власти. Что вам непонятно, там сидит такой полковник. Я говорю, вот меня гоняют из института как антисоветчика, как ненадежного. И этому антисоветчику ненадежному вы хотите в руки автомат дать? Что за логика у вас такая? А он мне говорит, а кто вам сказал, что вам автомат дадут? Мы вам лопату дадим. То есть имею в виду строительный отряд, строительный батальон. Я говорю, нет, так не пойдет. Вот если бы автомат или еще лучше танк, я бы еще подумал. А так нет. Вы что, отказываетесь служить? Я говорю, да. Ну тогда напишите на повестке, что вы отказываетесь. Я так и написал. Я еще хорошо помню, почти дословно, что я там написал. Отказываюсь служить в рядах вооруженных сил СССР, призванной защищать советскую родину от внешних захватчиков, потому что у меня нет родины, ее отняла у меня советская власть, и я не думаю, что за пределами Советского Союза у меня есть враги. Вот такой. Я расписался. И сразу же они возбудили уголовное дело. Ну, подлинная статья «Уклонение от призыва на военную службу». Хотя я не уклонялся, я открыто сказал, что не хочу. Вот они так написали. Вот это был первый срок у меня. Она, статья не политическая, поскольку она уклонение. Это уклонение, когда ты стараешься, там, вольным притворяешься или еще что-то такое. А такое вот было. Ну, уже я был в списках вот этих политических. По сути, это то, что могут делать и сегодня те, кого призывают в российскую. К сожалению, да. Когда вот они в Крыму вот, в сентябре 22 года начали вот так называемую частичную мобилизацию, мы же отсюда обращались. Мы не говорили, что покидайте страну. Мы говорили, отказывайтесь, лучше идите в тюрьму. Или если вы пойдете в армию, будете или трупом, или убийцами. Это выбирайте, лучше быть в тюрьме. Но многие предпочли покинуть Крым, к сожалению. В 23 года вы первый раз оказываетесь за решеткой. Вообще, какие у вас эмоции? Что вообще происходит в тот момент с вами? Я вообще-то был подготовлен морально к заключению. Уже после, вот, в 1962 году был судебный процесс над нашими соотечественниками по обвинению в создании антисоветской организации и антисоветской пропаганде. Это известный процесс от Умерова Сейтамзы и Амерова Марата.
А меня тогда допрашивали как свидетеля. Но я уже точно знал, что я на очереди. И поэтому тщательно готовился к своему предстоящему аресту и процессу. И досконально изучал уголовно-процессуальные кодексы, там, практики судебные, постановления Пленума Верховных судов, книги по политическим процессам, там, Георгия Дмитрова, там, Лейпцигский процесс, Нюрнбергский процесс, это 20-томный, если перелистал. Очень серьезно готовился. Но готовился как? Там же на этом процессе важно одержать моральную победу. А то, что там приговор будет обязательно обвинительный, это понятно, потому что приговор в другом месте выносится. А суд – это как спектакль. Но на этом суде собираются твои соотечественники. И если ты на этот судебный процесс морально выиграешь, то у тебя увеличивается число сторонников. А когда ты каешься, для того, чтобы там выторговать тебе меньше срока или там, чтобы тебя освободили, ты, считай, потерпел поражение. Ну и кроме того, я старался часто встречаться с людьми, которые отсидели, знать порядки там какие, как там себя ведут. И поэтому когда меня арестовали, я был вполне подготовленный. Такого большого стресса для меня не было. И вообще, я думаю, вот меня когда спрашивают, как вам это удалось пережить, все такое, надо готовиться к самому худшему. Если ты к этому, к самому худшему готов, а в жизни случается не самое худшее, а просто плохое, ты это воспринимаешь как дар Божий. 7 раз вас арестовывали? Ну, 8-й раз это уже оккупанты заочно меня судили. И такой оскорбительный срок дали. Ну, Рифату Чубару и то 6 лет дали, а мне всего 3 года. Как будто я ничего не... Обидно, да? Вы продержали самую долгую голодовку. Это было 303 дня. И насколько я знаю, эту голодовку вас призвал прекратить Андрей Сахаров. Когда к вам на свидание пришли ваши родные, и он вам написал письмо, значит. Какую роль в жизни, в истории крымско-татарского народа сыграли такие личности, как Петр Григоренко и Андрей Сахаров? Ну, во-первых, 303 дня – это не значит, что вообще в рот ничего не попадает. Да, вас принудительно, потому что я да, знаю по практике вот этих, когда не применяют искусственное питание, ну, вот по поводу ирландских террористов на Кубе, там они максимум проживали 65-68 дней. А тут в советской практике у них задача была, чтобы не было смерти. Ты можешь сделать тебя калекой и искалечить, чтобы не было смерти. Поэтому они уже, по-моему, на 7-й, 8-й, ну, в зависимости от твоего состояния. Врачи приходили, смотрели, щупали пульс, там, когда уже начинает изо рта трупный запах, они принимают решение о применении искусственного питания. То есть руки связывают, рот расширителем открывают, это и какую-то питательную жидкость. Но чувство голода, конечно, все время сохраняется. Угу. И вот эти вот 303 дня в Омской тюрьме, она так была. И потом же в состоянии голодовки меня повели на процесс. За руки держали, я еле держался. И после того, как там мне вынесли приговор, давали свидание. Там мать была и брат. Мать начала уговаривать, чтобы я бросил голодовку, а я не видел смысла бросать голодовку, потому что мне уже врачи сказали, какие-то процессы необратимые начались, и даже если я брошу голодовку, то недочеловек почти что, да? Может быть, они преувеличили, но так они говорили. Поэтому я думаю, раз уж начал, надо до конца. И она потом, мать заплакала, ушла, а брат говорит, у меня нет других аргументов. Вот последний мой аргумент, а мы там через стекло. И он на стекло открытку от Андрея Сахарова. Ну, там очень такие трогательные слова, говорит, сынок, я сделал все возможное, что в моих силах, но сейчас у меня к тебе просьба. Прекрати голодовку, твоя смерть обрадует только наших врагов.
И просто вот для человека, который так много сделал для меня, просто сказать «нет» отвергаю, мне было очень тяжело. Я тогда в тот же день написал заявление о прекращении голодовки. Это, кстати говоря, в своих мемуарах Сахаров тоже пишет. Он говорит, я ему писал письмо, не знаю, это ли повлияло, но он в тот день прекратил голодовку. Вы же с ним виделись после этого? Я с ним виделся уже, мы перезванивались, переписывались. А впервые увиделись, когда же я последний раз освобождался из Магаданской тюрьмы в 1986 году. Мы из Магадана через Москву летели, и тогда впервые с ним воочию увиделись. Ну, а вообще, крымско-татарское национальное движение вот по своей массовости, такой большой активности привлекало внимание очень многих демократических сил. И у них была в крымско-татарском национальном движении какая-то белая зависть. Потому что, когда в Москве арестовывали диссидента, диссиденты шарахали, родственники, близкие, и даже родственники шарахались от них, потому что рикошетом репрессии могли обрушиться на них тоже. А у крымских татар как-то происходило наоборот. Когда тебя сажают по политическим мотивам, то за Крым, тут чуть ли сразу начинаешь быть национальным героем. Все стараются помочь твоей семье. Поэтому, когда я отправлялся в лагеря, абсолютно был спокоен, что с моей семьей будет все в порядке. Отечественники будут за ними смотреть. И вот такая симпатия к национальному движению крымских татар привлекла очень много внимания очень многих людей. В первую очередь, конечно, генерал Григоренко. Он, пожалуй, сделал для нашего народа больше, чем любой сам крымский татарин. В силу того положения, в силу его известности, его заявления, его обращения звучали на весь свет. И он же, кстати говоря, привлек к диссидентской правозащитной деятельности и Сахарова. Они были друзья. Хотя Сахаров, насколько мне известно, он еще в годы правления Хрущева, когда выступал на каком-то пленуме, говорил о необходимости запрещения ядерного оружия, потому что это опасность представляет для всего человечества. И мне рассказывали, насколько это верно, не знаю, тогда Хрущев начал топтать ногой, спрашивать, кто это за человек, что вы выгоните его из партии. А ему на ухо говорят, а он не член партии. Как? Да, вот так. И он создатель водородной бомбы. Вы тогда замолкли. Он еще с тех времен был такой, можно сказать, свободомыслящий. А уже он стал уже всемирно известный как правозащитник, диссидент, по-моему, в 1967 или 1968 году. Опубликовал в «Нью-Йорк Таймс», а мы потом его в машинописном экземпляре получали, размышления о прогрессе и мирном существовании его. И там впервые упоминалась также проблема крымских татар. И потом, а после этого с ним уже контакты навели, и он очень часто выступал в защиту прав. А Петр Григоренко с кем-то был товарищем из крымских татар? Откуда у него такая заинтересованность была? Он вообще-то впервые, по-моему, в 1963 году его сыновей арестовали за создание организации истинных марксистов, что такое у них называлось, и поместили его в психиатрическую больницу. Разжаловали в генерал-солдата и психушку посадили. И после психушки вообще-то первый открыто выступать начал в защиту крымских татар Алексей Костерин, русский писатель. Мы тоже самоиздатие распространяли. И вот в Москве отмечали его 72-летие. Наши делегаты в Москве. Какой-то, я помню, гостиница «Россия» называлась или что-то такое. Я тоже там присутствовал. Но сам Алексей Костерин в этот день заболел и послал своего друга Петра Григоренко. И вот он там свою знаменитую свою речь произнес. Вы должны не просить, а требовать. По отношению к крымско-татарскому народу было совершено преступление, которое называется геноцид. И за это должна советская власть нести ответственность. Такая
это для нас было очень большой моральной поддержкой, потому что в нашем национальном движении были тоже такие люди, а тут, когда известный генерал, так высказывали, у нас было... И после этого у нас были постоянные контакты. Вообще квартира Григоренко на Комсомольском проспекте в Москве стала чуть ли не штаб-квартирой крымско-татарцев. Все крымские татары, делегаты приезжали обязательно к нему. Вся информация у него стекалась. Но он не столько сам, но там и другие правозащитники, особенно вот покойный Александр Лаут, очень вплотную занимался проблемой крымских татар, исследованиями такими. Одним словом, они сделали очень многое. Есть ли сегодня такие люди, как Андрей Сахаров, в современной России? Я не вижу таких. Хотя, конечно, вот, более-менее порядочные русские выехали из-за рубежа. Но есть, которые остаются, они на волоске. Ну, скажем, мой друг Александр Подробинник, он сейчас же еще в Москве, он довольно смелые вещи пишет, откровенно говорит, но, видимо, у него, принимая во внимание очень высокий авторитет за рубежом, его пока не трогают, хотя вопрос времени, в любое время могут его арестовать. Но такой фигуры, как Сахаров, пока я не вижу. Поэтому, когда, это было, по-моему, позапрошлом году, во Львове выступили с инициативой переименовать. Ну, вообще все русские имена переименовывали. Имя Сахарова тоже решили переименовать. Мы тогда группа правозащитников в Украине, так называемых моральных авторитетов, в том числе Маринович, там Гинзбург, обратились с заявлением о том, что если бы Сахаров был жив, он однозначно, стопроцентно был на стороне Украины и выступал бы против войны. Поэтому просили сохранить его имя. Так удалось нам это сделать. Вы в ту квартиру в 1986 году приехали вместе со своей супругой Сафинар Джемилевой. Вот расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Сафинар Ханом? Меня же выслали в Якутию. Пора года заключения заменили на 4 года ссылки и отправили в Якутию. И тогда у друзей в Узбекистане возникла мысль, что одного его там опасно оставлять, надо рядом, чтобы был человек. И прислали одного молодого человека, спортивного сложения, самбист, каратист, вроде как телохранителя. Но там его не прописали, работу ему никакой дали. Тут интересная ситуация. Туда, на этот крайний север, заманивает всех большими зарплатами, а тут человек сам пришел, здоровый, хочет работать, его не принимают. Но, тем не менее, он где-то около 3 месяцев прожил рядом со мной в общежитии. И вот он перед отъездом, он рассказал, что вот у них в Янгиюле есть такая женщина, у нее муж недавно умер от рака, 6-летний сын остался, и она хочет свой дом в Янгиюле продать и все средства отдать в фонд национального движения, а сама переехать к своим родителям. С такой же женщиной надо познакомиться. И мы вот так потом... Вы ей написали? По-моему, через вот этого Гани Измайлова, который ехал, я передал письмо, я ее просил просто давать мне информацию о нашем национальном движении, потому что Янгиюль был одним из центров, где наше национальное движение довольно было сильное. И потом она написала письмо, у нас переписка долго так вот шла, были год-полтора, по-моему, вот так вот. Потом я ее пригласил в гости в Якутию грибы собирать. Она приехала с вещами. Это я на ней женился. И чтобы она не убежала, мы там сына сделали. Вас покорило то, что она вот так вот готова была пожертвовать там и своим благосостоянием каким-то, продать свой дом, отдать деньги. Но не только это. Вот если вы посмотрите фотографии тех времен,
Это, по-моему, одна из самых красивых крымско-татарских женщин. Но она и сегодня очень красивая. Да, это правда. Мустафа ага, что вы цените в людях в целом? Какие качества для вас важны, чтобы, скажем, принять этого человека в свой круг, в свой дом? В первую очередь порядочность. Порядочность – это не только как порядочно ведет себя человек в обществе, но это вмещает очень многие понятия. Порядочный человек не будет трусом, не будет предателем, не будет лгать, не будет за свою спину делать. И порядочный человек всегда будет выполнять свой моральный долг, независимо от того, какие возможны для этого для него лично последствия. Вот такие люди, конечно, для меня наибольшую ценность представляют. Достаточно часто к вам приходят за советом, потому что вы прожили долгую, очень такую жизнь, да, и вы достаточно мудрый, вы можете дать правильный, очень хороший совет, но вот сами для себя вы как оцениваете? Вы в людях хорошо разбираетесь? Не очень. Я очень часто ошибался в людях. Что человеческая природа такая, сразу не распознаешь. И же природа человека распознается в экстремальных условиях. Особенно, когда человек попадает в тюрьму или вот оккупационный режим. Когда угроза, очень реальная угроза, что ты завтра же будешь арестован. Тогда люди выявляются, кто они, что есть. Или, скажем, сравнить вот этого крымского татарина, по-моему, в Судакском районе, выставил у себя во дворе такой этот слоган «Долой русских оккупантов». Ну и, естественно, сразу донесли, и тут, когда приехали ФСБ, а он уже мертвый. То есть он предвидел свою смерть, перед смертью вот такая. Вот таких людей не так много, к сожалению. А эти разочарования вы как воспринимаете? Ну, потому что это... И же в советские годы тоже. У каждого человека есть определенный запас прочности. До какого-то времени он держится. Один срок, второй срок, а потом раз ломается. Там чисто... Я помню вот этот знаменитый процесс Виктора Красина и Петра Якира. Они же были, можно сказать, на вершине диссидентского движения. А потом они на суде каялись. И давали информацию о других, в том числе обо мне, там, кому чего, какие бумажки передавали. И Петру Якиру, по-моему, 3 года условно, практически освободили, а Виктора Якира даже разрешили покинуть Советский Союз. И когда в 90-м году я впервые приехал в Соединенные Штаты, вдруг мне Виктор Красин позвонил, откуда он взял мой телефон, я не знаю. И он сразу мне говорит, вообще, говорит, здесь советская иммиграция в отношении меня разделилась надвое. Одна часть со мной не здоровается, а вторая меня простила. Вы к какой части себя относитесь? Он сказал, я простил. То, что не прощать могут люди, которые сами не пережили этого. И после этого у нас потом встречи и разговоры были. Петр Якир тоже трагично покончил, дерево упало. Ему угрожали, самой ценной для него была дочка Ирина. Ему сказали, что вот если ты будешь так себя вести, она будет арестована, брошена в камеру с уголовниками. Это для него было. А Виктору Красину сказали, что ваши вот эти действия подпадают под 64-ю статью Уголовного кодекса, это измена Родине, кончается расстрелом. Тоже это его сломало. А так сами по себе они довольно прилично себя вели. Но вот это их сломало. Если не будет деоккупации, просто крымско-татарский народ, есть угроза в ближайшие обозримые десятилетия, просто исчезнет. Поэтому для нас вопрос деоккупации Крыма, конечно, намного острее, чем для всего государства. И поэтому это больше всех не говорим о Крыме.
А если вот еще сколько-то там лет не будет деоккупации Крыма, то в условиях вот этой оторванности от родной земли, репрессий там, вот что будет с крымско-татарской идентичностью? Ну вот вообще крымские татары, ну, в первую очередь, конечно, угроза потери идентичности, потеря родного языка – это уже большой шаг к потере идентичности. Вот сейчас, вот если провести аналитические исследования, более-менее сносно говорят на своем языке примерно 20% крымских татар. Остальные грехом пополам, а есть некоторые вообще ничего не могут говорить. Это, конечно, большая трагедия для народа. Но после возвращения на свою родину мы с большими усилиями там открывали свои школы с преподаванием на родном языке. Оккупанты русские в 2014 году после прихода, они, во-первых, закрыли еще украинские школы, а там было всего 7 школ. Крымско-татарские школы они не стали закрывать, а программы так изменили, выхолостили все, что там, по-моему, в неделю 1 раз или 2 раза крымско-татарский язык, а остальное все по-русски. То есть все сделано для того, чтобы крымские татары забывали свой родной язык. Это большая угроза. Но потеря идентичности – это другой вопрос. Вот мы, скажем, после депортации 1944 года у нас же не было вообще никаких школ. Все книги на родном языке, в том числе даже книги Ленина, Сталина на крымско-татарском языке были сожжены только потому, что на крымско-татарском языке. И мы, если знали родной язык, то в основном только в семейном кругу. Ну, у нас, например, дома вообще запрещалось говорить на русском языке. Но следующие поколения уже, у них еще меньше, они сами, во-первых, 100% не знают, а их дети еще меньше, следующее поколение вот так. Поэтому угроза вот, потери языка. Но идентичность – это другое дело. Особенно у нас национальная идентичность, независимо от того, владеет он хорошо крымско-татарским языком или нет, резко возросла с началом национального движения. И уже все потянулись к своим истокам, сказать, кто мы такие. Поэтому идентичность, может быть, и не будет нивелирована, уничтожена, но вот эта проблема языка – это очень сложный вопрос. Что делать, чтобы не было этих проблем у нас? Или хотя бы начинать их разрешать сейчас? Государство Украины делает какие шаги. Программы принимает. Если там, скажем, в оккупированном Крыму стараются все уничтожить, связанное с крымской татарской, то здесь полностью наоборот. Но этих усилий недостаточно. Поэтому в любом случае продолжение оккупации идет к нам во вред. Хотя нам говорят, вот балтийские страны столько же были под оккупацией, потом стали независимыми, но у нас такой роскоши нет. Если мы не можем 50-60 лет быть под оккупацией, поэтому для нас вопрос деоккупации самый актуальный. А что вы могли бы сказать людям, которые сейчас в оккупации? Вот как и им объединяться и как-то все-таки пытаться сохраняться? Я там знаю, вот такое вот течение есть после оккупации крымские татары, которые в обыденной жизни что-то в основном говорили по-русски, стали переходить на крымско-татарский язык. Вот это такая форма, так скажем, протеста, демонстрации своей идентичности. Но это не охватывает весь народ. Все-таки очень многие дети после вот оккупации они не знают родного языка. Те вот школы формальные, которые крымско-татарским языком преподавания, они охватывают всего лишь мизер населения. Остальное все чисто по-русски. Я помню, как там мне рассказывали, что в Карасу-Базарском районе, там, в Карасу-Базаре, ну, по-русски Белогорск называется, там родители пришли председателю исполкома с требованием, чтобы открыли класс с крымско-татарским языком преподавания, а там сидел, оказывается, сотрудник ФСБ. И говорит им, пройдет еще 10-15 лет, и вы забудете, что такое крымско-татарский язык. Не положено такие вещи говорить, но он выпалил то, что у них в намерениях. Я не думаю, что им полностью удастся искоренить этот язык. Проблема очень тяжелая.
Ну, у меня так часто бывают встречи с зарубежными журналистами, политическими деятелями, когда они у меня спрашивают, что мы можем сделать для крымско-татарского народа. Я говорю, только сделайте все, чтобы скорее освободить Крым, победить в этой войне. Потому что если не будет освобождения, если нашей победы не будет, то отдельно крымско-татарскому народу никак не поможет. Мустафа Ага, кто из украинских президентов наиэффективнейший был в судьбе крымско-татарского народа? Ну, вообще-то, я считаю, что все-таки последний президент Зеленский. Я не буду говорить о тех качествах тех или иных президентов. Я Януковича вообще не считаю, что это какой-то жулик, который случайно попал к нам. Но все-таки при Зеленском сделано было больше всего. Скажем, принятие закона о коренных народах, с которым мы добивались более 30 лет, с первых дней незалежности Украины, именно по инициативе президента было принято. Очень много и такие вот кадровые назначения. Вообще-то мы, живя на президентских выборах, не голосовал за него, я как фракция Порошенко. Но надо быть объективным. Практика показала, что он все-таки наиболее эффективный, особенно когда началось полномасштабное вторжение, и американцы предложили ему быстро покинуть страну, потому что вот Киев будет оккупирован. Его такой классический ответ в его духе, юмористическом. Я у вас просил не такси, а оружие. Я не собираюсь отсюда уходить. Это был для меня такой приятный шок. Я начал гордиться своим президентом. И сейчас эти разговоры Путина, что он нелегитимный, подхваченный Трампом, что вот надо выборы, это такой абсурд. Я знаю, что, если, во-первых, президентские выборы сейчас практически невозможны, потому что должны быть определенные условия. Мирные соглашения быть. А мирные соглашения ни в какой форме Россия не принимает. А объявить на какой-то срок обязательством, что Россия не будет бомбить, это как можно этой России верить? Сколько она обещаний дала, сколько соглашений было, все она не соблюдала. Выборы предполагают собрать людей, объяснять им. Я вот соберу своих избирателей, а где гарантия, что туда ракеты не полетят? А если я не имею права, не могу собирать, что это какие-то же демократические выборы? Поэтому тут очень много вопросов, но я думаю, что даже если вот гипотетически состоятся выборы, все-таки, наверное, Зеленский победит. Мне очень нравится этот анекдот, когда Путину приходят и говорят, какой-то пророк, настанет время, когда весь мир стоя будет аплодировать президенту Владимиру. Путин подумал про себя, оказывается, про другого было. Действительно гордишься, когда твоего президента так стоя лидеры аплодируют. Это источник для гордости. Ну вот вы сказали, что вначале вы его не поддерживали. Вам легко об этом говорить, что, признавать то, что вы там не разглядели, скажем, в нем сильного лидера? Во-первых, я не поддерживал не так. Когда он был избран президентом, я сказал, что мы будем конструктивной оппозицией. Когда меня спросили уточнить, что такое конструктивная оппозиция, я сказал, что когда он будет делать неправильные вещи, мы будем говорить открыто. Но мы не будем радоваться его ошибкам, мы будем стараться его изменить, позицию. А когда он будет делать правильные вещи, мы будем это приветствовать. Это конструктивная позиция западного типа. Это я предлагал. Но у нас, к сожалению, оппозиция такая, лишь бы вот очернить, независимо от того, что он там сделал, подыскать у него что к чему придраться. К сожалению, это неверно. Вы много и часто общаетесь с молодежью крымско-татарской, да и не только. То с высоты своей мудрости, как вы считаете, что сегодня категорически отличает ваше поколение и сегодняшнее поколение, вот вспоминая себя молодым? Во-первых, нынешняя молодежь намного грамотнее, чем мы были.
Я иногда поражаюсь их вот умением, вот это вот уровень интеллекта. Мы же не получали образования такого, как они сейчас. Но в смысле вот гражданской ответственности за будущее своего народа по сравнению с тем поколением, то поколение было более ответственно. Может быть, это объясняется тем, что влияние времени, обстоятельств, ну, оно так действительно. Но то, что молодежь наша сейчас мешает оптимизм, это да, там очень много таких толковых, я же присматриваюсь ко всем. В какой сфере они могли быть полезны после деоккупации? Каким вы видите Крым после деоккупации? Для того, чтобы сохранить национальные традиции, язык, культуру, обязательно нужна национально-территориальная автономия. Это не значит, что вот этой национально-территориальной автономии крымские татары будут каким-то привилегированным. Ничего подобного. Все законы ответственны перед законом. Но, как и все народы на своей родной земле, там должен быть одним из, наряду с украинским языком, государственным языком и крымско-татарский. Обязательное обучение во всех школах второго государственного языка крымско-татарского. Крымско-татарский язык должен быть очень публичным, очень популярным, а не то, что там ты дома учишь что-то есть, это не спасет язык. Вот это вот очень обязательно, поэтому мы все время от времени напоминаем принятие закона о статусе крымско-татарского народа и переформатирование вот этой главы 10, где касается автономной республики Крым, нынешнюю аморфную автономную республику переформатировать в национально-территориальную. И принятие закона о коренных народах 2021 года в июле – это один из первых шагов. По поводу вот переформатирования, ну, сейчас же нельзя вводить в военное время изменения в Конституцию. Второе, это невозможно, но президент, в принципе, этому готов. Мы на эту тему неоднократно с ним говорили. То есть, как закончится война, пройдет время, и вы считаете, что президент... Это вполне возможно, Да? да. Посмотрим. Поскорее бы закончилась война. Ну, она, в принципе, я очень надеюсь, что скоро закончится, потому что для Украины это сильнейшее испытание. Прекрасные люди, цвет нации сегодня погибает, просто отстаивая наши возможности здесь сегодня с вами разговаривать, пить кофе. Ну, вообще считается, что все вот это вот старшее поколение всегда недовольно подрастающим поколением. Еще даже такой вот анекдот, если у этого фараона в руке взяли записку, а там пишет: вот наше поколение такое хорошее было, умное, а тут сейчас дерьмо какое-то. Это все время вот так. Но каждое поколение рождает своих нужных людей. Я надеюсь, у нас в новом поколении куда будет больше таких людей, которые будут отстаивать наши законные интересы. Вы в последнее время часто ездите к ребятам на передовой, возите соотечественникам нашим какую-то гуманитарную помощь, либо в какие-то центры, где делают протезирование, да. Вот что вам дают эти поездки и эти встречи, это общение с этими людьми? Я в какой-то мере заглушаю свою совесть. Мне просто, когда каждый день читаешь, сколько тысяч людей, молодых, красивых людей погибло, а тебе уже 82 года, ты еще в живых, просто становится стыдно. И стараешься, думаешь, что мы можем сделать. И когда я посещаю наших воинов, я получаю большое удовлетворение. Обнять их, потому что благодаря им, собственно говоря, мы пока еще живем в свободной стране. А они рассчитываются жизнью. Я думаю, что сейчас, в 26-м году, дай Бог, мы всегда говорим, чтобы в следующий год в Крыму
То, как и евреи 2000 лет назад все время повторяли, следующий год в Иерусалиме, мы все время говорим, но этот день обязательно настанет. Если не в 26-м году, то, может быть, в следующем. Но рано или поздно мы обязательно будем в Крыму. И вот то, что мое обращение, что те, кто незаконно уехал, должны покинуть, хотя это не соответствует требованиям Уголовного кодекса Украины, потому что они въехали незаконно, они еще должны нести ответственность за то, что незаконно въехали. А те, кто незаконно въехали еще и с оружием, там до 8 лет лишения свободы. Ну ничего, мы закроем глаза, если они просто покинут. Поэтому выход такой. Куда вы поедете сразу после деоккупации Крыма? И обычно мы заканчиваем интервью вопросом «Ваше место силы в Крыму». После деоккупации, конечно, в Крым поеду, не в Америку же, да? Ну, там очень много будет дел в деоккупированном Крыму. Сейчас, ну, конечно, будет администрация, военная администрация, будет резко активизирована деятельность Меджлиса и Курултая, там надо будет срочно проводить новый Курултай, потому что а для этого требуется время. И потом за вот эти 12 лет оккупации я так много родных, дорогих мне людей потерял. Буду посещать их могилы. С матерью попрошу прощения, что целых 12 лет не навещал ее могилу. Отца не смогу навестить, потому что он на российской территории в Тамане похоронен. Вот уже после распада из Российской Федерации. Но так делов будет, конечно, очень много. Аллах насипается. Çok sağ olun Mustafa. Спасибо.